24 октября в селе Джгярда загорелся частный двухэтажный дом. К тушению огня были привлечены 2 пожарных расчета. Усилиями пожарных удалось спасти от огня большую часть комнат на первом этаже дома. Второй этаж выгорел полностью. А вот пожар в частном доме поселка Дранда, произошедший несколько дней назад, унес жизнь хозяина дома. По данным МЧС Абхазии, за 9 месяцев текущего года количество пожаров с материальным ущербом в жилом секторе составляет 75, без материального ущерба 124, смертельных исходов 5. Спасатели выделяют сразу несколько основных причин возгорания в домах. Нарушение правил монтажа электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, также перенапряжение в электрических сетях. Очень часто бывают пожары, сталкиваемся с неправильным устройством печей и дымоходов, то есть несвоевременная их очистка и эксплуатация, а также и монтаж. После поступления вызова на пульт дежурного пожарные расчеты в течение 1 минуты выезжают на место происшествия. Если очаг возгорания небольшой, огнеборцы справляются со стихией быстро. Но в случае, когда огонь распространяется моментально, не всегда пожарным расчетам удается потушить пламя. Сложность в тушении заключается, конечно же, в первую очередь из-за дальности расстояний и время прибытия. Естественно, пожар набирает за это время обороты и охватывает большую часть жилых строений. Также сложности в том, что отсутствие, должного водоснабжения и приходится тушить пожары методом подвоза воды. Специалисты МЧС отмечают, что в основном возгорание и пожары в домовладениях происходят с наступлением холодов, когда максимально включают электроприборы в сеть, при этом пренебрегая правилами пожарной безопасности. Первое. Старая ветхая электропроводка, и много потребителей подключается, естественно, не выдерживает уже проводка. Неправильная прокладка, монтаж электрооборудования, перенагрузки. Допустим, электропереноску, подключает много приборов. Сечение не соответствует потребляемой энергии электроприборов, естественно, приводит к аварийной такой ситуации, что способствует возникновению пожара. В основном в сельской местности при наступлении холодов, естественно, начинают люди отоплять свои жилища твердым топливом. В частности, это дрова, Поэтому перед тем, как приступить к отоплению, необходимо зачистить дымоходы, проверить их на наличие пробоев. Есть специальные правила перед эксплуатацией, надо их побелить, покрасить, и убедиться в том, что они герметичны. Причиной пожара может быть и умышленный поджог, но по данным МЧС республики таких случаев все меньше, а в этом году и вовсе не наблюдаются. МЧС вновь напоминает всем гражданам о необходимости соблюдения норм пожарной безопасности. Обращаясь к жителям и гостям Республики Абхазия, не пренебрегать правилам пожарной безопасности, ведь это все в итоге может привести к серьезным последствиям. Поэтому соблюдать самые необходимые меры безопасности и обезопасить себя, в первую очередь, и своих же близких. Вовремя починить розетку, заменить электропровода, вычистить вытяжку, прежде чем затопить печь. Это правила, несоблюдение которых могут дорого обойтись человеку. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.